Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Что ждет вас в ближайшие минуты, часы и дни? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Буква, какое-то новое начало, чем-то очень новым займетесь, тем, чем раньше не занимались. А может быть, это и новый человек, да, как новое знакомство и новые отношения. С правой стороны, все, что новое начнется, либо новый человек в вашей жизни, знаете, что это хорошо для вас, это в долгую. Еще какие-то блага пойдут, да, потому что там за буквой А птица Феникс показана. Может быть, благодаря новому делу вы вернете свое благополучие, у вас будет больше денег, вы станете известны, вы станете популярны, вы измените свою жизнь, да, возродитесь, да, к новой жизни. А возможно, человек, благодаря которому вы полностью коренным образом меняете свою жизнь. И для вас это новое начало, возвыситесь, влетите высоко, да, на крыльях счастья новой жизни. Мои хорошие, ближайшие часы, ближайшие минуты и дни для вас особенные. Не упустите свой шанс, не упустите нечто новое и прекрасное, возрождающее в своей жизни. Да, возможно, вас направили сюда ангелы на эту отсыпку для того, чтобы предупредить через песок, через меня, вашего медиума, чтобы вы не пропустили. Все новое для вас в плюс идет. Дальше. Вот здесь показывают хитрого человека. Хитрый человек, который будет пытаться, знаете, как от себя отвести подозрения, либо от себя отвести на другого перекинуть. Вас тут призывают не верить, либо относиться со скептицизмом, да, к тому, что вам говорят. Лучше проверяйте, думайте критически, задавайте правильные вопросы, не будьте легковерны, не дайте себя обмануть. Почему? Потому что на кону очень много что стоит. Допустим, если вы хитреца не раскроете и позволите себя обмануть, то человек и дальше вас будет обманывать. Если человек с себя скинет на другого, перекинет, вы можете ошибиться, и вы можете как невиновное лицо обвинить, да, либо подозревать, либо там что-то выяснять. Да? Нужно быть максимально аккуратным. Знаете, что нормальный, адекватный человек никого не станет обвинять, ни на кого не будет тыкать пальцем. Да, люди могут подозревать, но так, чтобы конкретно обвинять, такого не должно быть, да? Такого не бывает. А если вам прям пальцем так тыкают, говорят, это он, это она, я точно знаю, клянусь, да, вот явно что-то не так, явно что-то не то. Дальше, мои хорошие, показывают молнии, которые бьют как будто бы в землю, в людей бьют. Молнии небольшие, но прям такие, знаете, электрические, мало не покажется. Как пострадают какие-то люди, либо даже какое-то место может пострадать. Может быть, климатические условия, да, какой-то дождь сильный. Может, и действительно молнии будут. А может быть, это кара небесная. Да? Вот какое-то событие, оно далеко от вас происходит. Но мне идет как кара небесная. Вы об этом узнаете. Либо вы будете даже следить за этими событиями. Может, вам даже жаль будет, да, что такое происходит. Но это кара. То есть люди заслужили, либо что-то там такое плохое происходило. Вот за это вот такая ситуация, да, с ней вот спустилась. Вам такое не грозит. Ни вам, ни вашим детям такое не грозит. Дальше весы. Весы сломались. Либо что-то будет отложено, как какое-то решение. Может быть, даже какие-то судебные моменты. Либо у кого-то прям так и предупреждают, да, справедливости не будет.
либо справедливость невозможна, потому что весы сломались. Это не навсегда. Сразу говорю, не пугайтесь. Это как временное явление, как такие обстоятельства непреодолимой силы. Ну, сломались весы. Вот пока не починят, справедливости не жди, ее не будет, потому что нельзя взвесить, да, нельзя понять. Может быть, для вас это важно, либо для вас это какая-то подсказочка, чтобы вы там лишнего не накручивали, да, не переживали. Пару дней, может быть, ну, там, неделя, да, потом весы починят, и все будет как надо, да, и справедливость будет, и решение будет, все там разберутся, все удачненько сложится. С правой стороны показывают листик, которым кто-то прикрывается. Знаете, вот наготу человек листом фиговым прикрывает, как Адам, да, либо как Ева. Человек, скорее всего, либо выпьет и сам про себя все расскажет, да, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Ну, либо какие-то очень пикантные подробности из жизни этого человека, они всплывут, все об этом узнают, да, как бы все будут об этом говорить. А человек будет ходить, да, и сгорать от стыда. Ну, бывает, такое бывает. И знаете, еще так показано, что это человек какой-то вам хорошо знакомый человек. То есть, возможно, это ваша подруга, возможно, это ваш родственник, а возможно, это человек из вашего прошлого, как бывший, либо бывшая. То есть что-то такое всплывет, что человек полностью нагой, да, и все об этом говорят, все на него смотрят. С вашей стороны я вижу даже какой-то вот момент, что вот хорошо, что мы уже не общаемся, либо хорошо, что я предусмотрела, что такое может быть, да, и от этого человека держусь подальше, да, такой момент. Дальше, мои хорошие, здесь женщина, которая вам как будто бы плечи разминает, знаете, как массаж делает, либо какие-то успокоительные практики. У кого-то в прямом смысле слова отыграется, вы будете посещать массаж, либо, может, акупунктуру какую-то, может быть, еще что-то, да, какие-то вот моменты там, медитации, релаксации. А у кого-то отыграется, что эта женщина вам близкая, да, родная, может быть, подруга. И вот общение с ней, оно расслабляет, да, оно успокаивает, оно как будто бы стресс с вас снимает. То есть здорово пообщаетесь, либо здорово сеанс пройдет, прям почувствуете, как заново на свет народились. Ну, вам очень понравится. Дальше по телефону кто-то будет разговаривать, и разговор будет такой, знаете, вот трубку вот так от себя держите, да, вот она трубка, и вы как будто бы на вытянутой руке держите. Может быть, вам не понравится то, что вам говорят, может быть, там человек слишком громко кричать будет, может, какие-то помехи будут идти, может быть, человек слишком такой, знаете, нудный, очень много там все подробно рассказывает, а вы думаете, господи, когда же это все закончится, у меня куча дел, я не могу столько времени тратить. Вот, так что у вас такой, знаете, соблазн сбросить звонок, да? Либо вы думаете, вот что придумать, чтобы не продолжать этот разговор. Ну, кто-то вот на ухо присядет. Дальше показывают обезьяну с очень-очень сильно длинным хвостом. А хвост, знаете, какой-то, как будто бы поломанный, да, волнами идет. Человек, который не раз вас беспокоил, и человек, который уже не раз от вас пострадал, все равно продолжает делать по-старому, по старинке. Да? То есть для человека вообще не доходит, нету вот этой логической цепочки между тем, что он делает, либо она делает, и между тем, что потом на выходе происходит. Вот очередная попытка этой обезьяны путаться у вас под ногами. И буквально здесь вам показывают, что все от тебя зависит, да? Все от тебя зависит. Хочешь, это будет продолжаться. Не хочешь, ну так ты можешь с этой обезьяной что-то сделать, да, можешь ее там, не знаю, пендалем прогнать, можешь огласки придать, можешь, не знаю, полицию пойти в конце-то концов. Что-то нужно делать. Обезьяна опять берется за старое. Кстати, обезьянами очень часто показывают плагиаторов, вот этих всех, знаете, повторяльщиков, да, которые своим умом не живут, у которых фантазии своей не хватает, таланта не хватает, да, и люди просто вот слизывают подчастую у более талантливых, способных людей. Ну, что-то надо предпринимать, потому что эта ситуация, она как бы цикличная, и да, будет постоянно повторяться. Дальше показывают, что вы, как будто бы стену строите.
не знаю, кирпичи выкладываете. Нет, ну если вы работаете на стройке, да, либо у вас там строительство идет, да, возможно, будете этим заниматься. Но что-то мне подсказывает, что вы очерчиваете и выстраиваете свои границы. Это очень нужное дело. И, мои хорошие, чем больше вы потратите на это время, тем лучше и больше будет результат. Вот, не останавливайтесь на полпути и не надейтесь, что кто-то поймет. Не поймут. Вот если лбом упрутся в стену, да, тогда поймут. Ну, потому что ходу нет, все, стена. А если хоть какая-то лазейка, либо там, знаете, можно перелезть, то люди будут нарушать границы. Если взялись, то делайте до конца. Но если вы строительством занимаетесь, там, неважно, свой дом строите, либо это ваша работа, ваше ремесло, то работы будет много. И работы будет больше, чем обычно. Возможно, вы сами так решите, да, что вот сейчас я это закончу, потом уже домой пойду. Вот если у вас, например, вы женщина и смотрите, у вас муж на стройке работает, скорее всего, будет задерживаться, будут переработки. Ну, такие обстоятельства, да, что поделаешь. Работа не волк, в лес не убежит. Помните, как в старом фильме было? Дальше 4, над ней голубь летает. А вы знаете, ангелы. Ангелы хранят ваш дом, хранят вашу семью. Возможно, это как информация, которая передается для вас, что типа не волнуйся, не переживай, все хорошо будет и в доме у тебя, и с твоими близкими, и с тобой все будет хорошо, ты под надежной защитой, да, ангелы хранят. А для кого-то, возможно, ситуация патовая, да, какие-то проблемы дома, тогда все решится, все устаканится, и все будет замечательно. Как гармония, любовь, тепло возвращается в ваш дом, возвращается в вашу семью. Дальше показываю человека, который как будто бы с ножами играет. У человека в руках ножи, это не один нож, это разные ножи, они разных размеров. И человек как будто бы вот играет, как жонглирует, что ли, либо перекидывает из руки в руку, либо там ножи как бабочки, да, вот, которые складываются, раскладываются. Кто-то очень сильно острый на язык. Да? Ножи — это слова, это мысли, это слова, это то, чем можно ранить. Вы ведь знаете, что слово можно ранить гораздо сильнее и больнее, чем, например, тем же настоящим ножом, настоящим лезвием. Вы знаете, этот человек очень ядовитый, токсичный, и этому человеку вот нечего терять, показано. С таким человеком не стоит вступать в перепалку, не стоит соревноваться, да. С таким человеком лучше воздержаться от общения, воздержаться от своего мнения, высказывания своего мнения. Видите, что человек переходит границы, да, человек переходит на личности, человек себе позволяет лишнего. Просто развернитесь и уйдите. Вам не нужно это слушать, и вам не нужно это терпеть. Знаете, что этот человек сам на свои ножи наколется. Будет такой момент, может быть, не в ближайшие дни, может быть, чуть попозже, но сам же от своих ножей, от своих слов и пострадает. Где-то на кого-то нарвется, где-то кому-то скажет, а там человек окажется при власти, либо с возможностями, и все. И песенка будет спета. И все ножички в своего хозяина и попадут. Вот именно такая история показана. Дальше женщину показывают, взрослую. Относительно вас, прям взрослая, старшая женщина. Женщина, которая считает, что вот все вокруг как будто бы дети несмышленые. А вот одна она знаток, профессионал и вообще там 7 звезд во лбу. Эта женщина может попытаться вас чему-то учить, заставлять жить по своим лекалам. И также эта женщина может позволить себе какие-то вот прям нравоучения, наставления, распекания, нравоучения. Вы знаете, она не со зла это делает. Просто у нее такой attitude, да? Она вот такая сама по себе. Может быть, в прошлом она как пережила, что ее обучали, поучали, и теперь она считает, что она вот в силу своего возраста может себе позволить кому угодно там лекцию прочитать, да? Либо инструкцию озвучить. Возможно, это родственница, возможно, просто какая-то соседка, либо начальница. Может себе позволить вас обучать, да, либо поучать. Спорить тоже с ней не стоит, потому что все равно это бесполезно. Вот, легче согласиться, кивнуть и своим заниматься.
Вот, ну, послушаете вы ее нравоучение, развернетесь и своим делом займетесь, все, от вас не убудет. А вот ей будет приятно, ей будет казаться, что она такое великое дело сделала, что она всех спасла, и без нее бы все и вся пропали. Так, дальше, мои хорошие. Показан мужчина, который... Смотрите, мужчина, у него черепаха в руках. Я не пойму, то ли он с ней жил, то ли он на ней катался, то ли он с ней как с домашним питомцем общался. Черепаха очень медленная, заторможенная и очень нерешительная. Если что, сразу раз и в панцирь спряталась. Это не морская черепаха, это обычная черепаха, сухопутная. Надеюсь, мужчина то ли на какие-то сорви-голова действия пойдет, либо какую-то прыть покажет, либо всех ошарашит своими решениями, поступками и действиями. Он с этой черепахой, как будто бы он ее выпускает, да, он с ней прощается. Он больше не медленный, он теперь решительный, активный, знаете, я бы даже сказала, дерзкий. Будет казаться, что с ним что-то случилось, что-то не то. Но нет, мне идет, что мужчина как будто бы из какого-то тумана выходит, да, может быть, он действительно, у него там, не знаю, стресс, депрессия, может быть, мужчина страдал от неуверенности в себе, да, боялся ошибок. Но теперь с ним этого не будет. Наоборот, будет всех поражать своей яркой и активной жизненной позицией. Если в отношениях с таким мужчиной, то, девочки, готовьтесь. Вам точно не будет скучно, вам будет казаться, что мужчину подменили, что с мужчиной что-то не то, ну, прям очень сильно изменился. И будет вас удивлять. Нет, шокировать. Да, шокировать будет. Скажете: боже мой, что с тобой случилось? Ты кто? Где мой тот тихий, спокойный, который два слова не мог связать, все время там чего-то боялся, прятался? Да, еще даже по прошлому типажу начнете скучать. Вам будет не хватать. Тут гиперактивный мужчина становится. Дальше. Может, кстати, поклонник, да, поклонник, который никак не мог там решиться вас куда-то позвать, пригласить, там, свидание, либо там съехаться, да, вместе куда-то поехать. А теперь он буквально вас тащит везде. Пошли на свидание, поехали туда, съезжаемся, я квартиру нашел. И вы думаете: господи, что случилось? Точно моего мужчину подменили. Но нет, это он. Просто он как-то преобразился и перестал бояться, решительность появилась. Ну, что-то, да, на него повлияло, снизошло. Дальше. Вот здесь показывают рыбку. Она небольшая, но она буквально вот плавает вокруг вас. У кого-то отыграется, что вы вот-вот деньги получите, да, в загаданный период, а у кого-то чуть позже, там, может быть, не знаю, на день позже. Но рыбка вокруг вас плавает. С правой стороны, да, это очень хороший знак. Дальше мостик показан. Мостик. Знаете, как показано, что вот человек на своих плечах держит мост для вас и для кого-то другого. Может, это будет посредник, который поможет вам с кем-то познакомиться, либо с кем-то встретиться, с кем-то поговорить, да, с кем-то договориться, да, как посредник мне почему-то идет, принимает участие, и благодаря этому человеку вы можете зайти на этот мост и на мосту пообщаться, либо встретиться с тем, кто вам нужен. Кстати, если вы с кем-то в ссоре, то явно будет кто-то, кто будет помогать вам восстановить отношения и помириться, да, посредник. Кстати, человек относится и к вам хорошо, и к другому человеку хорошо. Никому не завидует, наоборот, старается всем помочь. Очень добрый человек, имейте это в виду. Дальше. О чем-то вы таком узнаете, что просто вас потрясет. Какая-то информация откроется, какая-то тайна. Вот вы как будто бы какой-то ящик открываете. Надеюсь, не Пандоры. Ну, шучу, конечно, нет, наверное, с правой стороны нет. Это если с левой, то может быть, с правой точно нет. Но вы в таком шоке от того, что вы в этом ящике видите. Да, узнаете тайну, секрет. Либо вам какая-то информация такая откроется, очень спорная, необычная, то, о чем вы не думали. Для вас это будет большим потрясением, даже не шоком, именно потрясением. И вы скажете: ну надо же, да, век живи, век учись. Кто бы мог подумать.
вот прям произведет на вас впечатление, даже ночью вот будете об этом думать, и на следующий день будете думать, и потом с кем-то будете это обсуждать, тоже там пытаться разгадать, да как такое могло произойти. Какие-то такие вещи показаны, очень необычные. Ну и также показано, вот как маленькие часики, которые перевернулись. То есть, скорее всего, время вам пришло обо всем узнать. А может, вы действительно хотели узнать, нигде не могли добыть эту информацию. И вот, пожалуйста, часики звенят, и информация вам открывается. Будьте готовы ко всему. Что угодно может произойти, да? Все в жизни случается. Будьте готовы ко всему. Дальше. Бубновая масть. Люди руки вот так расставляют. Бубновую масть либо поймать хотят, либо ждут, либо очень сильно надеются. Бубновая масть, она летит, но еще и не спускается. Видите, вот люди с руками, а вот она бубновая масть. А может быть, знаете, как на дереве растет, вы хотите сорвать, а высоко, да, высоко, сложно. Мои хорошие, это какие-то финансовые, денежные, ресурсные перспективы. Они есть, и вы о них знаете. Вам хочется их как можно быстрее получить, но пока либо что-то не готово, ну, либо вы не готовы, либо сам по себе ресурс еще не до конца раскрылся, да, возможность не до конца раскрылась, тут придется подождать. Хоть вы это и не любите ждать, но придется. Деваться некуда, видите, высоко еще, высоко. Но опять же, да, всему свое время. Но с правой стороны вы точно это получите. И да, либо вы с кем-то это хотите получить, и вы на двоих получите, либо вы имеете в виду, что есть кто-то, кто тоже хочет получить. Да? Этот человек может стать вам конкурентом, ну, либо какие-то помехи вам создавать, да, какую-то борьбу с вами устроить, да, за эти ресурсы, либо за деньги, за возможности. Имейте это в виду. Но человек как-то помельче, чем вы, выглядит. То есть, в принципе, если что, справитесь. Да? Я за вас спокойна, я за вас не переживаю. Дальше. Человек, радуга, над головой радуга. А это какое-то хорошее, радостное событие. Даже у кого-то отыграется, что вы почувствуете прилив счастья, либо какой-то небывалой радости. Что конкретно произойдет, не показано. Но показано, что радуга именно над вашей головой, а голова у вас светлая становится. Да? Может, какое-то внезапное, хорошее, радостное событие, как счастье в дом придет, да? Либо лично к вам придет. Хороший знак, хороший. Дальше. Дороги сходятся в одну точку. Вот куда бы вы ни пошли, все равно в одну и ту же точку попадете. И это не какая-то магия, либо мистика. Это судьба так решила. Что бы вы ни делали, где бы вы ни были, какие бы планы вы ни строили, вы все равно в какое-то место попадетесь. А в этом месте вас кто-то будет ждать. Как внезапная, неожиданная встреча может произойти. А может быть и не встреча. Может, вы просто человека увидите, либо увидите, как человек выглядит, с кем этот человек находится, чем занимается. Ну вот куда бы ни пошли, все равно вас в нужное место приведут. Вам нужно это увидеть, либо вам нужно встретиться с этим человеком. Так что ничему не удивляйтесь. Знаете, вообще мне идет, что вам хотят открыть глаза. Либо до вас хотят достучаться, да, через вот эти дороги, через эту точку встречи. Дальше. Мужчина на крючке. Девушки, женщины, мои хорошие, я вас поздравляю. Если в ваших планах был какой-то мужчина, и вы активно работали над тем, чтобы с этим мужчиной сблизиться, он у вас на крючке. И он уже никуда не денется. Он так конкретно сидит на этом крючке и даже сам никуда не хочет уходить. То есть вы не только выполнили свою задачу, вы ее перевыполнили. И мужчина, главное, такой довольный, сидит на этом крючке, ножками дрыгает, ручками махает, улыбается, слушайте, счастливый. Вот вы мастерица, вот вы даете, соблазнительница, да, искусительница, потрошительница мужских сердец. Научите, кстати, может кому-то пригодится ваш опыт, как мужчину на крючок подсадить. Мужчины, не обижайтесь. Не обижайтесь. Есть такие вот ваши представители, да, которые вот будет любить, молчать, страдать и шагу не сделает. А если вот женщина мудрая, если женщина
себе доверяет, быстренько свою личную жизнь устроит. Главное, что и вы довольны будете, и мужчина очень доволен. Так, еще птица клюет зерно. Ну, может быть, это как-то связано с посадками, да, я не знаю, ну, в разных странах, наверное, в разное время этот посадочный сезон начинается. Смотрите, чтобы птицы не склевали ваши зернышки. Вот если вы действительно занимаетесь сельским хозяйством, либо там, не знаю, огород, сад, надо что-то придумать. Да? Надо придумать, потому что птички, они же тоже кушать хотят. Ну, может такое случиться, да, может там как-то веточки наложить, либо это пугало поставить. Ну, что-то надо придумать, знаешь, что еще там эти диски вешают, либо чтобы они там как-то висели на веточках, помогает. Ну, вот птицы могут склевать. Ну и также, мои хорошие, у кого-то отыграется, что готовится либо какое-то письмо, либо какой-то документ, да, там либо про вас написано, либо что-то важное для вас написано, да, вот какой-то такой момент еще может быть. Птица кушает, да, письмо составляется, либо письмо вам кто-то пишет, либо в каком-то документе фигурирует ваше имя, но пока, например, не поставили там, не знаю, печать, да, не подтвердили, наивысшее согласие не получили, да, у кого-то еще так отыграется. Дальше показывают, что у вас в руках палка. И палка очень большая, знаете, как посох такой вот, не как палочка для ходьбы, а именно посох, как в старину было, да. С этим посохом, либо благодаря этому посоху, о вас люди узнают. Скорее всего, вы какую-то умную вещь скажете, да, какую-то мысль умную озвучите. Может быть, у кого-то еще отыграется, что вы уже это сделали, да, но пока еще отдача не пришла. То есть о вас будут говорить, и к вам отношение как к мастеру, гуру, к мудрецу. Вот с таким столкнетесь. И знаете, это будет очень неожиданно, но очень приятно. Да? Ну, это как заслуженно, вы же правда это сделали. Вот теперь вы пожинаете результаты. Еще, мои хорошие, показывают букву Т. И эта буква Т, как, знаете, вот на нее опереться можно. Облокотиться даже, не просто опереться, а облокотиться. Скорее всего, это человек, кого зовут на букву Т. Либо имя, либо фамилия. Это может быть и мужчина, и женщина. Можете облокотиться и отдохнуть. Вот как-то так мне идет. Так, еще показана башня. Как будто бы она, ну, как кренится, наклоняется и может упасть. Какая-то башня. Все взгляды, все разговоры про эту башню. Какой-то переполох. Может, действительно какое-то строение хлипким окажется, ну, либо вследствие каких-то событий, да, начнет там крениться, чуть ли не падать. А также может быть знак того, что какая-то система начинает как крениться и скоро упадет. Система, правила, может быть, какие-то законы. И вот люди наблюдают, да, с интересом наблюдают, кто-то с переживаниями, кто-то с надеждой, да, вот как-то так мне идет. Ну, поживем, увидим, да, что это будет. Но вы тоже наблюдаете, но вы далеко от этого находитесь. Далеко. То есть это не у вас перед глазами, скажем так. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.